Господину Лаврову, министру иностранных дел Российской Федерации. Я, простой гражданин Республики Казахстан, рядовой, обращаюсь к вам насчет вашего высказывания о ксенофобии. Вы сначала в своей стране разберитесь. У вас нету, наверное, ни одной школы на казахском языке. Вы сейчас во всех субъектах Российской Федерации, по крайней мере, Татарстан, Хакасию вы уже Иркутской области передали, что я знаю. Теперь в Татарстане татарский язык не обязателен. Это значит, татарского языка не будет, а значит, через некоторое время может не быть татарского народа. Поэтому это раз. Второе. Сравните вы законодательство в языковом плане Республики Казахстан и Российской Федерации. В Российской Федерации без русского языка жить невозможно. Это нигде вы ни услугу не получите, нигде вы свою, дома, конечно, вы проживете, но это я так считаю, понаслышке. Интернет, знаем, жесткие у вас законы по сравнению с Казахстаном в языковой политике. Вы взвесьте законы своей страны и нашей страны. И как у нас русскоязычные, у нас получают все услуги 100% на территории Республики Казахстан. А вот казахскоязычные мы не всегда можем это получить в Республике Казахстан. И вы еще говорите о какой-то ксенофобии. Еще я считаю, что это грубое вмешательство в дела, во внутренние дела другого государства. Поэтому я, как гражданин Республики Казахстан, вас прошу не вмешиваться в нашу жизнь. Никто у нас ксенофобией не страдает, никому. Представьте себе это, что в России, например, все заявляют ксенофобия. Тут вы развели, с Казахстана какой-нибудь чиновник высокого ранга, на вроде вас, заявляет, в России ксенофобия к казахскому языку, казахскоязычному населению. Вы как бы на это посмотрели? Еще раз прошу, вы чиновник очень высокого ранга, взвесьте, пожалуйста, слова свои. И если у вас намерения такого нету, я считаю, что это вплоть, как сказать, разжигание может привести между этносами в Республике Казахстан. Вот такое мое слово к вам.